В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее. Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня вторая часть моего разговора с кандидатом исторических наук, координатором Таврической гуманитарной платформы Андреем Иванцом. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодняшний час посвящен второй половине периода войн и революций на территории Крыма. 1919-1920, попытка некоторых внешнеполитических сил вернуть все как обычно, и последняя попытка переустроить жизнь в Крыму по-новому. Вот удалось ли это сделать и к каким итогам в конечном счете пришел Крым спустя 4 года, мы будем говорить. И первый вопрос. Ноябрь 1918-го, Германия проиграла Первую мировую войну и выходит с территории Украины и Крымского полуострова, и на смену ей приходит Антанта. Почему, собственно говоря, Антанте было так необходимо занять Крымский полуостров? Это был какой-то такой продуманный план, это было спонтанное решение, и как после прихода войск французов, греков переустроилась жизнь на Крымском полуострове? Антанта стремилась, по большому счету, создать такой санитарный пояс от распространения большевизма, насколько это было возможно в тех условиях. Антанта, основные ее представители – это Франция, Великобритания, их союзники, была овеяна ореолом победителя, они только что выиграли мировую войну, и те, кто в Крыму сочувствовал этим странам, а Россия до 1917 года находилась, собственно, в стане Антанты, то они были на подъеме, на воодушевлении. Это были пророссийские силы в Крыму. Они, собственно говоря, воспользовались тем, что позиции краевого правительства Сулькевича крайне ослабли с уходом немцев. Они его создали ситуацию, когда Сулькевич вынужден был передать власть, и было создано проантантовское правительство Соломона Крыма, которое декларировало главнейшей своей задачей восстановление единой неделимой России. Эта идея не поддерживалась крымским татарским национальным самоуправлением. В связи с этим возникло противостояние, потом и антагонизм между органами национального самоуправления крымских татар и правительством Соломона Крыма, которое было преимущественно кадетское. Были представлены также один влиятельный, такой популярный эсер Сергей Никонов и один социал-демократ Плехановец Бобровский. И было несколько таких технических министров, которые не имели партийной принадлежности, а выполняли роль просто профессионалов. Во внутренней политике у правительства Соломона Крыма были и благие начинания. Оно пыталось демонстрировать определенные демократические тенденции, хотело реализовывать ответственность перед органами самоуправления, которые, собственно, приложили руку к созданию самого правительства. Но при этом в условиях гражданской войны, конечно, нужна была военная опора, и такой опорой стали войска добровольческой армии и войска Антанты. Они не позволяли большевикам войти в Крым, хотя в Крыму активно действовало большевистское подполье, в тот момент подчинявшееся Компартии большевиков Украины. Партийная организация большевиков Крыма входила в состав именно украинской партийной организации. Отношения с добровольцами были неоднозначными, поскольку правительство Соломона Крыма надеялось, что добровольцы не будут вмешиваться во внутренние дела, а будут обеспечивать безопасность, собственно, Крыму, крымчанам, поддерживать порядок. В Крым в ноябре вошли небольшие части добровольцев.
была попытка создать в Крыму, и было объявлено, и начался набор в Крымско-Азовскую армию. В начале 2019 года вот добровольческая армия, она разделилась на две, как бы на Крымско-Азовскую армию и на Кавказскую добровольческую армию. Ну, надо отметить, что крымчане не восприняли с энтузиазмом идею идти и воевать в ряды добровольцев. Несмотря на все усилия, несмотря на название добровольческое, начались принудительные мобилизации. И несмотря на это, всего лишь 5000 людей удалось собрать под знамена добровольческой армии, вот в эту самую Крымско-Азовскую добровольческую армию. Это показатель, что не рвались крымчане в ряды добровольцев, хотя многие сочувствовали. Особенно конфликтная ситуация по этому поводу возникла как раз с татарским парламентским бюро, с крымско-татарским национальным правительством. Крымские татары не видели, конечно, смысла проливать кровь за восстановление единой неделимой России, поэтому попытки мобилизовать крымских татар в ряды российских белогвардейцев их не устраивали, и они противодействовали этому не публично, но достаточно действенно. Крымские татары не шли в армию. И это вызвало недовольство и затем прессинг со стороны правительства Соломона Крыма и добровольцев. С начала 2019 года вообще заметна тенденция правительства Соломона Крыма по максимальному ограничению влияния органов национального самоуправления. Шли разговоры о том, чтобы вакуфы забрать в управление правительства, о том, что необходимо включить татарские школы в общую систему образования, а уже с 2017 года фактически крымско-татарские школы находились под таким управлением, контролем и поддерживались, финансировались органами национального самоуправления крымских татар. И завершилось это вообще прямым столкновением таким, политическим конфликтом в феврале, 23 февраля 1919 года силовики, то есть подконтрольные крымскому краевому правительству структуры и добровольцы провели обыск в помещениях директории, других структур, связанных с органами национального самоуправления. Была изъята документация, была задержана часть крымско-татарских деятелей. Особенно таким болезненным был момент, что это проводилось, эти события произошли 23 февраля, потому что год назад, именно в этот день, был расстрелян большевиками первый демократически избранный муфтий Крыма Наман Челебеджихан, и теперь уже не красный, а белый в этот же день проводят репрессии, такие дискриминационные действия по отношению к органам национального самоуправления. Тем не менее, в феврале прошли выборы в Меджлис Мибусан, это национальный крымско-татарский парламент, 45 членов было избрано и делегатов этого парламента. Победу одержала партия Милифирка. Вот в этот момент мы твердо можем говорить, что национальная партия существовала, активно действовала именно под этим названием, и она пользовалась, как показали выборы, поддержкой большого числа крымских татар. Между правительством Соломона Крыма и добровольцами нарастали свои противоречия, потому что, в частности, одним из таких узловых моментов был вопрос контроля за землями Северной Таврии, да, то есть материковых уездов Таврической губернии. Крым не был самодостаточен в плане провизии, в частности, других вопросах, и очень важно было сохранить контакт для правительства Крыма с этой территорией, тем более, что органы самоуправления этой территории, они были отрезаны от органов управления Украинской Народной Республики, они хотели восстановить отношения с Крымом, но им, по сути, это не удалось, потому что добровольческая армия заняла 3 северных уезда, Днепровский, Мелитопольский и Бердянский.
и взяло их под контроль. И все попытки правительства Крымского краевого наладить отношения с этими территориями, они, собственно, игнорировались, пресекались. А добровольцы себя на материке проявили неоднозначно. Они, в частности, забирали финансы, которые были у органов самоуправления, и проводили определенные репрессивные меры. Это все вызывало напряженность. В Крыму находилось более 20 тысяч контингента войск Антанты. Они до определенного момента играли такую стабилизационную роль, но они не стремились вмешиваться в боевые действия активно. К Крыму приближалась Красная армия. Правительство Соломона Крыма хотело, чтобы более активно приняли участие в защите Крыма войска Антанты, но они были не в том моральном состоянии, чтобы принимать полноценное участие в той борьбе, которая развернулась в 19 году. Большевики воздействовали на уставших от войны военных французской армии. Им удалось подбить на такие бунты моряков нескольких кораблей французских. Ну, Франция, она вообще известна своими революционными традициями, и большевики играли и на усталости солдат, моряков от войны, и на вот этих революционных традициях. 10 апреля 1919 года правительство Соломона Крыма прибыло в Севастополь и начало грузиться на корабль, на греческий корабль. Перед тем, как мы поговорим о падении этого правительства и о вторжении красных на территорию Крыма, все-таки надо еще один вопрос прояснить, а как в этом момент складывались отношения между краевым правительством и Украинской Народной Республикой, восстановленной под властью директории, потому что мы знаем, что у Сулькевича, возглавлявшего первое правительство, со Скоропадским были крайне натянутые отношения, дело дошло до таможенной войны и перестрелок на пограничье. А вот как директория и Соломон Крым взаимодействовали, понимали, противостояли? Правительство Украинской Народной Республики, которое было восстановлено в конце 1918 года, после того, как 14 декабря 1918 года гетман передал власть представителям директории. Так вот, руководство УНР рассматривало, конечно, и материковые уезды, и Крым как часть Украины. После некоторых колебаний к этой идее относительно Крыма вернулись, и даже одному из дипломатов, человеку, который, кстати, подписал универсал соборности, а позднее он был выслан в январе с почетной важной миссией на Кавказ уполномоченным представителем УНР, ему были даны полномочия содействовать объединению Крыма с Украиной и их федерации с кавказскими государствами. Вот создание такого черноморской дуги, можно сказать, которая бы противодействовала большевикам. Со своей стороны правительство Соломона Крыма не рассматривало возрожденную УНР как своего партнера. Они хотели дистанцироваться, поскольку УНР взяла курс на независимость, поддержала курс, который был еще у первой УНР. Соответственно, он категорически не совпадал с желанием кадетов, которые доминировали в краевом правительстве Крыма, которые стремились к воссозданию бывшей Российской империи. Поэтому политические курсы были разные, была социальная политика разная, опирались на разные социальные силы, но прямого взаимодействия между правительством УНР, руководством УНР и органами региональной власти в Крыму не было, потому что была ситуация как раз нескольких войн, и власть УНР на практике, собственно, не распространялась на юг территории, которая входила по видению властей украинских в состав УНР, и поэтому таких контактов почти не было. Единственное, нам известно, что в Киеве
появился некий представитель Крымского краевого правительства, причем интересно, что в декабре 2018 года, в январе 1919 года ему даже оказывали определенную такое внимание и поддержку в его просьбах о предоставлении транспорта власти Украинской Народной Республики. Это радио «Крым Реалии». Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. В эфире радио «Крым Реалии». И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко» на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». Возвращаемся к нашему разговору с Андреем Иванцом. Апрель 2019 года, практически зеркальное отображение апреля 2018 года, и вновь кто-то двигает с севера на Крым, а правительство собирается и двигает, соответственно, на юг. Вот почему не удалось в апреле 2019 года второму краевому правительству удержаться, и кто же был тот враг, который его вытолкнул в море? Правительству Соломона Крыма, которое пыталось реализовать, с одной стороны, демократические начала, с другой стороны, такое содействовать проекту воссоздания огромного российского государства, не удалось консолидировать силы достаточно, чтобы реализовывать подобные проекты из-за конфликтов и с деникинцами, из-за определенного недопонимания со стороны Антанты. Оно провисало, оно не пользовалось в условиях гражданской войны достаточной поддержкой внутри Крыма и не имело вооруженных сил, чтобы показывать свою силу. И когда к Крыму приближались уже войска Советского Украинского фронта, то стало ясно, что дни его сочтены, и поэтому правительство собиралось эвакуироваться, и вот 10 апреля погрузилось уже на корабль греческий для того, чтобы отплыть в Константинополь, очевидно. Но тут показали себя союзники, командующий сухопутным гарнизоном стран Антанты, Труссон, просто задержал это судно и потребовал денег банально от представителей Крымского краевого правительства. Он заявил, что по его данным 11 миллионов рублей находится у них на руках, а у него денег нет, поэтому необходимо, так сказать, поделиться. Правительство пыталось сопротивляться, рассказывало, что оно уже отдало деньги, часть командирам добровольческих воинских формирований, но это не помогло, оно было задержано, и через несколько дней вынуждено было отдать французскому военному 7 миллионов рублей и целый ряд ценностей, и лишь после этого 15 апреля смогло отплыть из Крыма. А в это время уже в Крыму действительно вошли войска красных, они занимали город за городом, и к 1, собственно говоря, мая Крым был полностью в руках пробольшевистских элементов и пробольшевистских войск. Такие торжества по этому поводу в Севастополе проходили 1 мая под уход, собственно, последних кораблей с стран Антанты из Севастополя. Еще ранее было принято решение, причем это было такое согласованное решение Московского центра, Советской Украины и местных партийных структур крымских, большевистских структур, о том, что будет провозглашена автономия Крыма. И, собственно, было создано Крымское краевое правительство, правильно сказать, Временное рабоче-крестьянское правительство Крымской социалистической Советской Республики. Вот Крым очень краткий период, опять-таки, меньше 2 месяцев он был Крымской социалистической Советской Республикой. В этот раз, кстати, большевики, их второй приход не знаменовался такой кровавой вакханалией, которая была в первый их приход, когда был развязан массовый большевистский террор.
и террор леворадикальных других элементов. В этот раз настолько больших жертв не было. Более того, большевики учли опыт своего первого хозяйничания в Крыму. Гавен разговаривал с Лениным и пояснял ему, что в значительной степени провалилась политика большевиков в Крыму в начале 18 года, привела вот к восстанию крымских татар, к уничтожению большевистских лидеров руководства Советской Социалистической Республики Тавриды. Из-за игнорирования национального фактора, из-за игнорирования и специфики этнонациональной Крыма, говоря современным языком. И, собственно говоря, это стало одним из факторов, который привел к провозглашению Крымской Социалистической Советской Республики. Формально она входила в состав РСФСР, но до конца статус был не определен. Почему? Потому что вот как раз украинское большевистское руководство, Христиан Раковский тогда возглавлял советскую Украину, он говорил, что необходимо провозгласить автономию в Крыму для того, чтобы это стало фактором международной политики, потому что это еще период, когда большевики надеются на мировую революцию, на революционизирование Востока, мусульманского Востока угнетенного. И поэтому 1 июня 1919 года заключается союз советских республик России, Украины, Литвы, Латвии и Белоруссии и Крыма. Да? Вот с одной стороны, формально вроде бы Крым в составе РСФСР, а с другой стороны, он заключает соглашение о военно-политическом союзе наравне с другими республиками. Но мы должны помнить о двухэтажном политической модели управления большевистской. Вот на первом этаже вот этот фасад, что есть некие государственные образования, и они ведут государственную деятельность. А есть второй этаж, где принимались реальные управленческие решения. Это большевистская партия. И тайным решением ЦК было определено, что большевистская организация в Крыму, собственно, является такой организацией губернского характера. То есть это создание Крымской ССР носило в значительной степени вот такой пропагандистский характер. Была создана Крымская армия во главе с Дыбенко. Возглавлял, кстати, Временное рабочее крестьянское правительство брат Владимира Ленина, врач Дмитрий Ульянов. Как его описывают современники, достаточно либеральный для большевиков такой политический деятель, который любил выпить и не очень любил заниматься террором. В результате в этот раз крымские татары начали сотрудничать с пробольшевистскими властями, потому что в Крым еще присылались специально турецкие работники, начали издаваться крымско-татарские газеты. Кстати, накануне прихода красных у руководителей органов национального самоуправления были очень большие опасения. Они писали в руководство Азербайджанской республики, что они боятся нового большого погрома, но вот этого всего не произошло. Власть над Крымом у большевиков, кстати, была неполная, потому что на Керченском полуострове удалось закрепиться белым, и туда не дотянулись леворадикалы. И этим воспользовались белые уже буквально в июне. Они высадили десант в Коктебеле, началось наступление с акманайских позиций. И вновь перед тем, как разобраться с тем, как пала вот эта вот республика, нужно спросить о том, я так правильно понимаю, что Украинская Народная Республика, конечно, с крымским правительством большевистским не взаимодействовала, а советская Украина взаимодействовала в виде вот такого союза. А поэтому меня больше интересует вопрос вот экономики. Вот крымские краевые правительства, они все-таки уважали частную собственность, они
пусть, ну, по крайней мере, как Владимир там Оболенский с сожалением говорил, пусть пришли нас оккупировать немцы, но зато восстановился порядок, и появились деньги, открылись лавки. Вот как обстояло с экономикой в эти 2 месяца? Большевики, их союзники стали преобразовывать вот мир по своему усмотрению в отдельно взятом Крыму? Провели ли они там раскулачивание, отобрали ли частную собственность, начали ли всем выдавать карточки? Или до этого тоже просто руки не дошли, времени не хватило? Времени у них было действительно мало, но в этом плане они продолжили политику большевиков времен первого прихода. У крестьян изымалось зерно, отправлялось оно в Россию, это зерно. При этом одновременно обращались за помощью к советской Украине, чтобы получить продовольственные продукты, с которыми в Крыму чувствовалось определенное напряжение. Понятно, весна и все сопутствующие события военные, которые не давали полноценно обрабатывать, собственно, землю и получать результат. В этом плане были сложности, и они бы только нарастали, поскольку в тот момент коммунистический эксперимент, он был в своей радикальной фазе, со всеми прелестями продразверсток, со всеми прелестями национализации, и это, конечно, создавало такой фон тревожный, но еще более тревожной просто оказалась банальная военная ситуация, которая не дала ничего, по большому счету, большевикам в этот раз закрепиться и реализовать свое видение в экономике. А в этот момент уже крымские татары входили в состав крымского советского правительства или существовало большое советское правительство, где-то там на маргинесе маленькое крымско-татарское, и они только взаимодействовали, но не пересекались? В этот раз большевики учли опыт, как мы говорили, начала 18 года, и целых 5 крымских татар вошло в состав нового правительства, вот этого временно рабоче-крестьянского правительства во главе с Ульяновым. Занимали, причем, должности достаточно серьезные. Был нарком юстиции арабский Исмаил, был нарком, народный комиссар по межнациональным делам, первый большевик среди крымских татар Исмаил Фирдевс, управляющий делами правительства известный крымско-татарский деятель Али Баданинский, Меметов был одним из народных, кстати, он был народным комиссаром по внешним делам, да, то есть это был тоже посыл, о чем мы говорили, что большевики хотели экспортировать революцию на восток, мусульманские страны, и поэтому здесь крымский татарин на посту министра иностранных дел, говоря современным языком, он играл вот эту роль витрины для Турции прежде всего и для других стран Востока. Должен был бы играть, если бы это правительство закрепилось. Но в этот раз были отношения, вот всех, кого я назвал, этих людей, это люди в большинстве своем представители левого крыла Курултая, ну вот был Фирдевс, который просто был большевиком, которые вышли из Курултая и вот дрейфовали в сторону большевиков и в конечном итоге вошли в состав этого правительства, потом некоторые из них уже с осени 18 года были большевиками. Это как бы уже проявление национал-коммунистов крымских татар, которые решили соединить идеи коммунизма и крымско-татарского национализма. А Джафер Сейдамет, который входил в состав второго краевого правительства Соломона Крыма, или не входил? Вот как его судьба? Потому что в первое-то он точно входил. Как его судьба сложилась? Он решил сотрудничать или тоже в эмиграцию подался во вторую? Джафер Сейдамет, как и все крымско-татарское национальное движение, отказались от сотрудничества с крымским краевым правительством, потому что при его создании были проигнорированы те условия, которые выдвигали
крымские татары, и, как мы говорили, у них было разное видение будущего Крыма. Джафер Сейдамет получил мандат от органов национального самоуправления и выехал в Западную Европу для того, чтобы попытаться повлиять на течение Версальской конференции начала 19 года. В январе месяце собирается Парижская мирная конференция. В страны-победительницы, проигравшие страны, новые государственные образования, и новые государства, и вот национальные движения собираются все вместе, ну, конечно, вершат дела в Париже победители, и с ними стараются наладить контакты новые государства и новые национальные течения. Вот Джафер Сейдамет имел такую цель повлиять на этот процесс, чтобы отстоять права крымских татар, но до Парижа, насколько мне известно, он не доехал, он находился в Швейцарии, просто занимался пропагандистской работой в 19 году. Он был на антибольшевистских позициях и на позициях таких протюркских, как и раньше. Да, он прежде всего взаимодействовал с представителями мусульманских народов, тюркских народов, и двигался именно в этом направлении. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Андреем Иванцом. Не переключайтесь, радио «Крым Реалии» скоро вернутся в эфир. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. И вновь в эфире «Крымские истории» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». У меня в гостях Андрей Иванец. Итак, лето 19 года, Крымская АССР внезапно оказывается слабее, чем большевики, вернее, большевики на большей части Крымского полуострова оказываются слабее, чем белогвардейцы на Керченском полуострове. Белогвардейцы были настолько сильны и оснащены, или им помогали другие белогвардейцы там, с Северного Кавказа, из Центральной России? Ну, это, собственно, время подъема для белого движения российского, которое имело своей задачей восстановить единую Россию и считала себя союзником стран Антанты. Поэтому их продвижение вообще в Северном Причерноморье создавало угрозу, и в Приднепровье создавало угрозу для большевистских руководителей, и они в конце июня, уже в момент, когда шло наступление со стороны акманайских позиций, со стороны вот Карадага, они собирают свои вещи, документы и отправляются кто куда. То есть часть на Киев, часть на Москву, еще в несколько городов они разъезжаются, формально еще сохраняются как бы вне Крыма вот эти структуры пробольшевистской государственности, и крымская армия сохраняется формально, но вскоре их просто расформировывают. И на этом вот второе пришествие большевиков в Крым закончилось, и начался период второго прихода белых в Крым. В этот раз белые пришли совершенно с другими намерениями. Деникинцы еще во время второго краевого правительства, несмотря на всю его лояльность идеи «Единой России», они смотрели с большим подозрением на Соломона Крыма, на его правительство, как на таких почти сепаратистов. Слишком уж централизаторские взгляды были неадекватные тому времени и обстановки политической у Деникина и его окружения. И когда они захватили Крым в конце июня, то они вообще отказались от создания каких-либо краевых правительств. Была воссоздана Таврическая губерния. Вначале ее руководителем стал Николай Шиллинг, генерал. Позднее его заменил в сентябре 1919 года Тверской, потому что Шиллинг
поднялся как бы по административной иерархии. Он теперь был руководителем Новороссийской области, так называемой, которая объединила в себя Таврическую губернию, Херсонскую губернию, некоторые еще другие структуры. И вот Таврическая губерния оказалась в составе Новороссийской области под прямым руководством белых. Это была практически диктатура. Сразу же почувствовали на себе это жители Крыма. Пишут о том, что приход ознаменовался белых летом 1919 года всплеском белого террора и определенными негативными явлениями в межнациональной сфере. В частности, еврейские погромы? Да, в частности, были в Крыму в 19 году, если верить как раз российским историкам, еврейские погромы. Изменилась ситуация в негативную сторону для крымско-татарского национального движения и национальных органов самоуправления. Уже буквально по старому стилю 5 августа 1919 года Шиллинг, тогда еще главноначальствующий Таврической губернии, издал документ, которым запретил деятельность газеты «Милет». Это один из основных органов, который выходил на крымско-татарском языке, органов национального самоуправления. Передал типографию ее конкурирующим политическим силам внутри крымских татар. Со временем газета получила название «Голос крымских мусульман». И сразу же озаботилась новая власть в Крыму тем, как изменить управление делами магометан. В результате в том же самом августе 19 года силой была разогнана директория крымских татар. Директория – это Крымско-татарское национальное правительство. Были задержаны в этот момент руководитель директории Сейд Джалил Хаттатов, еще целый ряд деятелей. В сентябре 1919 года был задержан директор по делам просвещения народного Амет Азенбашлы. То есть наметилась такая тенденция репрессирования с тех структур, которые создали сами крымские татары, и одновременно возрождение структур старых, дореволюционных, возникло вместо крымско-татарского правительства, крымско-татарского парламента, возникло снова на арене таврическое магометанское духовное правление. Эта структура действовала, подобная структура действовала, собственно говоря, с XIX века по 1917 год, и вот теперь произошла ее реставрация. Традиционалистские элементы среди мусульман получили поддержку белого режима и смогли взять под контроль духовные дела и вакуфы. Да, то есть была воссоздана вакуфная комиссия, которая контролировала финансовые ресурсы, очень значительные финансовые ресурсы. До этого они использовались на поддержание системы образования, поддержание органов национального самоуправления. Всего этого теперь новая революционная крымско-татарская элита была лишена, и часть из них сразу ушла в подполье. Вот в этот момент начинаются контакты с большевиками, которые затем уже найдут свое развитие в следующем году, в 1920-м. Ну, прежде чем мы перейдем к 2020 году, несколько таких общих вопросов по состоянию Таврической губернии под именно Деникинским правлением. Как дело обстояло с, во-первых, в экономическом отношении? Была ли восстановлена частная собственность? Если да, то каким образом возвращали там многожды переделенные земли? Их вернули бывшим владельцам, их там забрало государство, вооруженные силы Юга России себе? По какому принципу там возродилась ли дореволюционная торговля и ремесленничество? Или полностью вернуться там к состоянию на 16-й год не удалось, и пришлось переизобретать экономику заново?
Ну, в этом смысле экономическая политика белых, она, собственно, конечно, вела к восстановлению частной собственности институтов. С одной стороны, в этом был плюс, поскольку, конечно, частный собственник заинтересован в развитии собственного дела. С другой стороны, были определенные реставрационные моменты, вот именно при Деникине, когда забиралась земля у крестьян, крестьяне уже переделили действительно землю помещиков и пользовались ею, и в этот момент ее начинали забирать, что приводило к серьезной такой напряженности на селе. Плюс, конечно, действовали подпольные структуры большевиков, разные организации, которые занимались такой, можно сказать, подрывной деятельностью. Это не добавляло стабильности, но все-таки во второй половине 19 года белые контролировали Крым. Осенью были большие надежды у белых вообще дойти до Москвы. Они стояли уже буквально в 200 километрах от Москвы, но не суждено им было туда дойти в силу тех ошибок, которые они допустили, прежде всего в национальном вопросе, поскольку поляки, которые тоже наступали против красных, не получив от Деникина признания своей независимости, они остановили наступление. Тоже не стал наступать и Маннергейм на Петроград, который мог бы это сделать и имел достаточно сил, но он тоже не получил заверений от Деникина, что будет признана независимость Финляндии. Вот это игнорирование национальных интересов, национальных прав, оно привело к тому, что с одной стороны не была получена поддержка вполне реальная от Польши и от Финляндии, с другой стороны белые в Украине завязли в борьбе с украинским повстанчеством самым разным, начиная от Махно, заканчивая повстанчеством про-УНРовским. И на это оттянули большие силы, и, собственно, наступление на Москву захлебнулось, и начался откат назад на юг, в частности, в Крым, и это привело к большим проблемам. Армия белых разлагалась, грабежи, насилие, непорядки. И в результате беспорядочное отступление, и в начале 2020 года вообще катастрофа под Новороссийском, когда значительная часть людей не была эвакуирована, когда казаков оттесняли другие кадровые части белых, и на этой почве тоже был конфликт, было много брошено оружия. Часть белых вынуждена была уйти на Кавказ и была интернирована, часть попала в плен, и только часть уплыла за границу или попала в Крым. Крым тоже находился после контрнаступления красных под серьезным ударом. В Крыму было всего приблизительно до 4000 боеспособных войск. Ими командовал такой эксцентричный человек, как Яков Слащев, это генерал. Он, кстати, повоевал в Украине, понял силу украинского движения, но сейчас не об этом. Вот в конце 19 года, в начале 20 года большевики хотели захватить Крым и имели определенные шансы. Но вот тут тактика Слащева как военачальника оказалась эффективна. Да, его действия заключались в следующем. У него были на 2 узких местах, в Крым можно, как известно, войти через Перекоп, это узкий перешеек до 8 километров, и через Чангар, на 2 пути. Вот у него были передовые выдвинутые отряды, абсолютно небольшие, несколько десятков человек, а в тылу, в тепле находились боеспособные части. И когда шло наступление красных, то красные втягивались в такую тяжелую для себя ситуацию мороза, холода. Слащев контратаковал и успешно отбивал попытки превосходящих сил войти в Крым, и тем самым он, собственно говоря, сохранил Крым для белых и затянул войну в этом регионе, поскольку туда уже смогли эвакуироваться другие части белых, и Крым превратился в последний островок
на европейской части бывшего имперского пространства, где вот не было красных или национальных правительств, а белые сохранили свое правительство. Да? Крым часто в истории был таким островком, последним островком неких больших явлений, и в 19-м, в начале 20-го года это снова произошло. И тут последний вопрос в этом блоке. Мы говорили, что в Украине было очень мощное антибелое повстанческое движение, а в Крыму поднимались мятежи против белых вот в 19 году, или белые были слишком сильны? В Крыму происходили движения, возникали движения направленные против белых, акты саботажа, акты таких диверсионные, можно сказать. Но особенно это характерно стало уже для 1920 года. Вот тогда разворачивается самое разнообразное зеленое движение. И было бело-зеленое движение, красно-зеленое движение. И мы сегодня можем добавить зелено-зеленое движение. То есть бело-зеленое – это те силы у белых, которые порывали с белым режимом и боролись против него. Ну, самые известные произошли события в феврале 1920 года, когда капитан Орлов в Симферополе поднял... Это он возглавлял, молодой офицер возглавлял одну из белых частей, он поднял восстание в Симферополе, захватил на время даже власть в центре Таврической губернии, потом ушел в горы, потом он снова нашел общий язык с руководством белого движения и ушел на фронт, потом снова он ушел в горы, и вот с тех пор он занимался такой партизанской борьбой и был, собственно говоря, как его иногда называют, вот таким бело-зеленым. Крымский Махно. Вот в Крымский Махно я бы его не назвал, потому что были те люди, те группы, которых я условно назвал зелено-зеленые. Это, зеленых обычно относят к анархистам, да, такое выражение во время гражданской войны. Так вот, в Крыму были и анархисты. И были реально анархистские, партизанские подпольные группы, связанные с Махно. То есть внутри анархистского политического лагеря в Крыму были анархисты-синдикалисты, анархисты-махновцы, и были еще некоторые другие анархистские течения. И интересно уже в следующий период врангелевский, как они себя проявили. Это радио Крым Реалии, ни в коем случае не переключайтесь, если вы хотите дослушать, как же они себя проявили во врангелевский период. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. И вновь в эфире самое крымское в мире радио Крым Реалии. Я Сергей Громенко, крымские истории в диалогах с Андреем Иванцом. Итак, начало 20-го года, Деникинщина естественным образом заканчивается, но возникает Врангелевщина. Вот что это было за режим Врангелевщина? Действительно ли он там существенно отличался от предыдущего? Как Врангель выстраивал свои отношения с национальными меньшинствами в Крыму? Как он выстраивал свои отношения с Украиной? И почему ему не удалось эффективно завершить там свой революционный проект этого Белого острова Крым? Врангельский режим действительно отличался от деникинского режима. В значительной степени он продолжил те тенденции, которые закладывал Корнилов. Но Корнилов был убит уже весной 1918 года, и к руководству Белому движению пришли более реакционные элементы, которые игнорировали контакты с набиравшими силу государственно-национальными течениями, национальными проектами на постимперском пространстве. Врангель, запертый в Крыму, понимал, что, опираясь лишь на ресурсы Крыма, невозможно реализовать не только идеал Белого движения, то есть воссоздание единой России,
но и вообще сохранить свой режим, потому что Крым не обладал ресурсами, чтобы поддерживать жизнеспособность армии, не хватало ни угля, ни керосина, ни провианта, ни амуниции. Людей. Конечно, да, не хватало и демографического такого ресурса, чтобы вести борьбу. Поэтому единственный способ для Врангеля сохранить свой режим и попытаться добиться тех идеалов, которые были, это выход за пределы Крыма. И вот здесь куда можно выйти из Крыма? Южная Украина, Кубань, населенная преимущественно украинцами, Дон. Да, Дон, казаки тоже имели донские разные проекты своего будущего. Они, кстати, могли стать и отдельной нацией, могли стать частью казацкой нации, вот, могли стать частью российской нации, как это в конечном итоге стало. И Врангель сделал выводы из предыдущих периодов. Он начал проводить определенные реформы, которые должны были по его задумке привлечь на сторону белых крестьянства. Началась земельная реформа, ее готовил соратник Столыпина Глинка, поэтому она получилась несколько такой половинчатой, но все-таки она давала возможность крестьянам в перспективе получить в собственность ту землю, которую они де-факто уже захватили, но за это они обязаны были заплатить. И тогда они получали выкупные акты, в течение 25 лет они должны были платить в определенной пропорции сумму, вот как бы, которая получалась за урожай среднегодовой за 5 лет. Ну, это такая сложная как бы система, но она действительно закрепляла бы потенциально и реально в собственности земли за крестьянами. Она забирала излишки земли у помещиков, у некоторых других земельных собственников. Но крестьяне, и это был по сравнению с другими белыми режимами, которые занимались непредрешенчеством, собирались победить белых, а потом уже красных, да, а потом уже заниматься определением политики, политического строя, определением социально-экономической политики. Вот такой шаг был сделан. Плюс Врангель начал реформу земства. Были воссозданы волостные земства, которые должны были заниматься местными делами. Это тоже как бы показывало его желание модернизировать систему органов самоуправления и получить симпатии людей. Что Врангелю удалось в самом начале. Когда Деникин уходил, он говорил, армия не верит мне, а я не верю в армию. Да? Было разочарование, было неверие в собственных силах, деморализация. Вот Врангелю удалось достаточно быстро переформатировать те остатки деморализованных белых сил, создать теперь уже русскую армию. Вместо слова «добровольческий» было использовано новое название. И он пытался превратить вот в Крым в такое в поле экспериментов, витрину, которая бы притягивала взгляды широких слоев населения, которые находились в тяжелой ситуации под правлением красных. Переформатировав войска и начав вот такие реформы, о них было заявлено широко. Кстати, интересно, что в газетах появился и секретный приказ. В документе он обозначался как секретный, но он почему-то появился в газетах, которые жестко цензурировались при Врангеле, конечно, о том, что при встрече с петлюровскими и махновскими войсками необходимо не вступать с ними в конфликт, а искать взаимодействие. Вот это такая была тоже идеологическая работа накануне наступления, и она, собственно, дала результат. Войска красных были отвлечены войной с Украинской Народной Республикой и с Польшей. Весной 2020 года было поначалу очень успешное наступление
союзных польско-украинских войск. В начале мая 2020 года был освобожден от большевиков Киев. И вот на этой волне в июне месяце войска Врангеля тоже выходят из Крыма и захватывают достаточно большие территории юга Украины, вот северной Таврии, да, бывшей Таврической губернии. Это сразу дало возможность Врангелю получить и продовольственный ресурс, и попытаться получить новых солдат в армию, фураж и так далее. Но не до конца все-таки действовал пропагандистский эффект от земельной реформы. Крестьяне уже имели эту землю, они не спешили оформлять ее в соответствии с новой реформой и уклонялись от призыва в армию, не помогали даже реквизиции земли и расстрелы, уклонялись, не хотели идти в армию Врангеля. И это было определенной проблемой для этого режима. Итак, мы знаем, что в конечном итоге Врангелю не удалось там дойти до Москвы, и в конечном итоге он был вынужден отступить назад в Крым. Ну и как бы перед тем, как я задам финальный вопрос, почему же не удалось отстоять Крым, как удалось Слащеву за год до этого, как складывались отношения, только коротко, как складывались отношения с крымско-татарским национальным движением? При Врангеле возродились распущенные структуры или так вот это все дело и заглохло? В мае месяце прошел съезд крымских татар, созданный как раз белыми. Не очень успешное мероприятие. Из 44 делегатов приехало всего 20 в силу разных обстоятельств. И на нем присутствовал Врангель и его представители. То, что они предложили крымским татарам, это максимум определенное самоуправление в религиозно-культурных делах, никакого возрождения полноценного органов национального самоуправления не предполагалось. Было принято решение, что будет принят закон о определенной автономии крымских татар, но он так в конечном итоге принят и не был. Поэтому вот коренного изменения в отношении крымских татар режима Врангеля не произошло. Еще весной крымско-татарское национальное движение начало, его, в частности, вот партизанские структуры и политические лидеры начали вести переговоры об объединении усилий с большевиками и с меньшевиками. Эти контакты шли успешно до момента, пока не пришел новый сигнал от Джафера Сейдамета из-за границы. Джафер Сейдамет был авторитетным национальным лидером, и он попытался реализовать политику, реализованную до этого Украинской Народной Республикой, вступить в союз с Польшей. Он после того, как был заключен Украинско-Польский союз весной 2020 года, он обратился к дипломатам польским в Швейцарии об инициировании вопроса получения Польшей мандата на управление Крымом. И он далее стремился реализовать эту идею на международной арене, даже встречался с Пилсудской осенью и повлиял на национальное движение в Крыму, чтобы приостановили контакты с большевиками. Мы говорили уже о том, что в январе-феврале 2020 года Слащеву удалось отбиться от большевиков, наступавших на Крым. Почему в ноябре 2020 года Врангелю не удалось повторить этот трюк? Изменилась и общеполитическая ситуация. Белые успешно могли отбиваться, потому что в начале 2020 года, потому что еще шли более широкие военные действия, а в октябре 1920 года было заключено польско-советское перемирие, которое позволило перекинуть с Западного фронта, где провалился натиск на Запад, да, попытка разжечь мировую революцию в Европе. Вот с Запада перевели несколько армий, возле Крыма сосредоточили 2 конные армии, первую и вторую, 3 армии таких пехотных, и это позволило создать перевес чисто военный, плюс внутри Крыма развивалось вот то движение, о котором мы говорили, и
проанархистской и пробольшевистской, и были еще вот эти бело-зеленые, они тоже подрывали внутреннюю силу врангельского режима. Захват был однажды даже захвачен Судак, были подорваны бишуйские копи, которые должны были дать уголь в острая нужда, в котором была у режима Врангеля. Вот то, что внутри Крыма не было стабильности, извне шло наступление таких сил, которые были в 3-4 раза больше, чем силы, защищавшие Крым, это все создавало предпосылки для падения режима Врангеля. Ну, тут ему необходимо отдать должное. В отличие от Деникина, который не сумел организовать эвакуацию, там была просто катастрофа под Новороссийском, Врангель давно готовился, он понимал, что ресурсы его слабы, он давно готовился к эвакуации, и когда с 7 ноября началась Перекопско-Чонгарская операция войск рабоче-крестьянской Красной Армии и революционно-повстанческой армии Махно, то уже 11 ноября Врангель отдал приказ об эвакуации, и 145-146 тысяч военных и гражданских беженцев было вывезено на 126 судах из Крыма до 17 ноября. Вот, большевики и махновцы, революционно-повстанческая армия Украины, они полностью установили контроль над Крымом 17 ноября в Ялте, хотя уже 16 ноября телеграфировали в Москву, что Южный фронт ликвидирован после захвата Керчи. Ну вот на день позже это произошло. Ну что ж, на этом мы будем ставить точку. Большое спасибо кандидату исторических наук, координатору Таврической гуманитарной платформы Андрею Иванцу. Спасибо, что рассказали нам обо всем этом трагическом и непростом периоде, который закончился вот приходом третьих и последних большевиков. Для вас работал Сергей Громенко. Крымские истории в диалогах на самом крымском мире радио Крым Реалии. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро вернемся в эфир.